Руслан Шипайло родился и живет в Казани. До определенной точки в пространстве и времени его биография была такой же, как у миллионов сверстников. Учеба в гимназии и колледже, работа в Казанском аэропорту. Когда пришла повестка в армию, Руслан прятаться не стал. Отслужил как положено. Потом подписал контракт и провел в строю еще 3 года. Потом вернулся сюда, устроился на стройку, ну и много-много лет проработал в строительстве. Сантехникой занимался, отоплением, инженерной коммуникацией. Решил развиваться, закончил обучение на психолога. И за год до того, как пойти, значит, на службу, я работал в реабилитационном центре, работая с наркоманами, с алкоголиками, зависимыми. В школе к спорту Руслан, как сам говорит, относился на 3 с натягом. А потом, неожиданно для себя и близких, погрузился в прошлое и увлекся историческим средневековым боем. Примерно до 30 лет я так и жил в таком образе. Потом решил переосмыслить себя и поехал на Булгар, посмотрел, как они дерутся на фестиваль. Мне это так понравилось, так увлекло. Меня увлекло не то, что это поединок, а то, что это командная работа. Я стал заниматься спортом активно. Я набрал более 10 килограмм мышечной массы. Вот. Ну и из года в год ездил по различным соревнованиям, региональным, общероссийским. Вот. Ну и с годами что-то стало получаться. Фестиваль средневекового боя на территории Болгарского музея-заповедника, недалеко от Казани, многие годы собирал любителей древних ристалищ. Правила фестиваля строгие, максимально достоверные реплики доспехов XIII-XIV веков и оружия, правдоподобные сражения, серьезные требования к безопасности и, главное, боевое братство. Мне очень нравится вот это противостояние, когда стоишь в строю, своих ребят ты не видишь, а там стоят здоровые мужики, человек 20, и каждый готов тебя побить. И, соответственно, вот это вот есть они, есть я, и кто-то из нас проиграет. То есть здесь уже надо и с товарищами приглядывать, и оценивать то, что происходит вокруг тебя, терпеть, ну и есть награда. После того, как было объявлено о частичной мобилизации, Руслан Шипайло понял, что нужен своей стране. Сам пошел в военкомат и заключил новый контракт на время специальной военной операции. Безусловно, исторический средневековый бой меня подготовил как действовать в команде, что такое боевой дух, доверять свою спину товарищам. Для меня это было неожиданно. То есть такое ощущение, как будто внутри это все сидело и раскрылось только при соприкосновении. Пока я не дотронулся до боев, то есть я как-то и не думал, что могу. Зона СВО и стала для Руслана той точкой в пространстве и времени, которая перевернула всю его жизнь. Важное здесь абсолютно бессмысленно там. Меняются планы, мечты, ориентиры, чувства. Здесь, в Казани, я как-то жил больше в одиночку, что ли. То есть мне надо заработать, мне надо семью содержать, мне надо какие-то вопросы решать. Но по большому счету я один. Там такого нет. Там ты один не можешь ничего. Это все равно, что себе на грудь мишень повесить и ходить там. Только группой. Только за счет того, что ты находишься в коллективе, это залог выживания. То есть друг друга поддерживаем, как-то лечим, кормим. Первое, что нужно научиться преодолевать, это страх. Кажется, откуда это чувство у взрослых, сильных и закаленных жизнью мужчин? Страх как злой демон, который хочет завладеть душой, которая боится за свое тело. Самое тяжелое – это напряжение выносить. Когда звук, разрыв мин, летящих пуль поднимают страх внутри.
и нет возможности выдохнуть. Все, как вот накатило, и вот это постоянное напряжение, то есть каждый куст это потенциальный там сидит враг, все время за тобой кто-то охотится. Многие, кто прошел горячие точки, говорят, что именно там происходит переоценка ценностей. Даже секунду жизни нельзя измерить никакими деньгами, а один звонок домой стоит всех сокровищ мира. Когда лежишь вот там в окопе под обстрелом, тяжело людям донести, что думаешь, вот я вижу глаза людей, я вижу ребенка, я вижу жену, я вижу тех людей, с которыми я в очень хороших отношениях. Все материальное становится прям несущественным. И по мере того, как я это проживал, вернулся сюда, и я полностью переосмыслил быт, жизнь, отношение к семье. То есть для меня ценно вот именно вот эти вот мгновения, проведенные вместе. Единственное, что нам остается, это только вместе проведенное время. Тяжелый момент утраты и горечи, когда с товарищем начинаешь очень хорошо общаться, начинаешь дружить, уже как-то сближаешься, и он погибает. И тут же понимаешь, что вот это вот моменты передышки, это вот все, мы с тобой сейчас посидим, пообщаемся, пообнимаемся, все здорово. Завтра может просто не наступить. Какие-то обиды, какие-то склоки, все так не важно. Все это уходит на второй план. 9 месяцев Руслан провел в зоне СВО. Основная задача его подразделения – закрепиться на территории после продвижения штурмовых отрядов, оттягивать на себя силы противника. 9 месяцев боевой работы в один миг прервало ранение. Оставленный на поле новенький броневик противника оказался ловушкой. Думаю, ну, вечером я его точно укачу. Думаю, сейчас пока это заводить не стоит. И все, я весь такой воодушевленный, в ажиотаж. Открываю дверь водительскую. Только я вышел. Как хлопнуло только. И причем все так происходило интересно. Сначала погас свет. Потом очень сильно заложил уши. Я думал, сейчас это они просто лопнут. В следующий момент я чувствую, меня ноги не держат. Я падаю. И только потом я понял, что меня подорвали. А как оказалось, за мной наблюдал коптер. Я вот в этой эйфории его прохлопал. И он скинул на меня гранату. Она взорвалась менее чем в полуметре от меня. И все, я понимаю, что я не могу двигаться. Я не могу ходить. Я являюсь командиром отделения. Почти все отделение прибежало меня вытаскивать. И это очень порадовало, то, что люди готовы рисковать собой ради того, чтобы вынести меня. Я так погрел, порадовал. Ну, значит, все правильно делаю. Вот, потом доставили в госпиталь. Это было очень тяжело, и первая мысль – хорошо, что живой. Хорошо, что и он мне об этом сообщает лично. Было бы страшнее, если бы мне кто-то об этом сказал. А так он мне сам позвонил, и это главное. Анна и Руслан познакомились в интернете. Свадьба, рождение сына, фотолетописи семьи, много счастливых моментов. Он мне сразу понравился. То есть после свидания мы особо и не расставались, виделись каждый день практически. Вот. Какой-то он мне показался сразу располагающий к себе, добрый, уютный даже, я бы сказала. И у нас с ним большая разница в возрасте, то есть мне было 20, ему было 30, и я не думаю, что меня в 20 можно было как-то сильно впечатлить чем-то. Поэтому я не могу сказать, что какие-то очень были красивые ухаживания. Просто он мне давал то, что мне необходимо. Внимание, заботу. Вот. Это, наверное, и подкупило больше всего. Минуты, проведенные вместе, сегодня это самая большая радость для всех в этой дружной семье. Сын Герман не отходит от папы ни на минуту. У меня есть четкое понимание, что он все равно будет похож на меня.
То есть, если я захочу из него сделать того, кем он не является, это переламывать его характер полностью, подстраивать его под свои какие-то иллюзии. Нет. Вот растет он и растет. Я понимаю, что в любом случае он возьмет пример с меня. Я бы хотел, чтобы у моего сына отец был герой. То есть даже если для меня судьба будет не столь благосклонна, но тем не менее в его жизни я буду примером. Он, наверное, обижается так же, как муж. То есть вот этот вот его характерный взгляд, так вот из-под лобья, кулачки сжимает так вот. И знаете, когда он улыбается или там какая-то эмоция у него на лице проступает, то он больше похож на меня в этот момент. А когда лицо спокойно, копия муж. Хотелось бы, чтобы он также смотрел, как и муж, на мир, чтобы понимал, что есть хорошо, что есть плохо. Медаль за отвагу, которой награжден Руслан Шипайло, пока висит на стене среди наград за средневековые исторические бои. Так неожиданно сошлись вместе в казанской квартире прошлое и настоящее. Дело за будущим. Есть люди, которые запоминаются, которые оставляют неизгладимый отпечаток. А что я несу этому миру? То есть я убежден, что я достоин его охранять, защищать, но и в то же время это накладывает ответственность. А что я дам потом? Что я понесу вот молодежи, окружающим людям? И сидя вот там в окопе, в дождь, в снег, идеи и принципы только заставляют бороться и как-то чувствовать себя хорошо. Если нет чего-то внутри, долго ты там не проживешь. Если ты идешь туда за деньгами, как многие говорят, за наживой, нет, не сможешь долго.